Всего в единый день голосования 10 сентября по Карабулаку будет открыто 8 избирательных участков. Проголосовать на них смогут более 16 тысяч избирателей. Один из них откроется на базе первой Карабулакской школы. Отдать свои голоса за выбранного кандидата здесь на 207-м участке смогут более 1300 избирателей. Зарима Ахильгова пришла узнать, есть ли она в списках голосующих. Избирательница очень надеется, что выбранный ею кандидат оправдает ее доверие. Мы уже дома посовещались, посогласовали, за кого мы будем голосовать. Конечно, это тайна. И пришли к единому мнению. Для меня главное, вот если он приведет все в порядок, общественные места, все, что нужно для народа, это будет самое главное. Лично для меня, конечно, это благосостояние республики и в целом города. Я думаю, что они и должны работать по этому направлению усердно, именно во благо вот этого народа. Для избирателей на участке постарались создать все условия. Есть тут медицинский кабинет, комнаты для намаза и отдыха, матери и ребенка. Внутри участка есть специальное место для избирателей с ОВЗ и слабовидящих. К выборам работники УИКа подготовили праздничную программу. Это музыкальные и хореографические представления. Каждый из членов комиссии прошел необходимые подготовительные курсы. Сейчас сотрудники УИКа заняты оповещением граждан на своих участках. На сегодняшний день мы готовы на все 100%, чтобы принять всех наших 1334 избирателей. Проведена работа по пригласителям, то есть мы очень хотим, чтобы все наши избиратели пришли, явка была 100%. Вот, поэтому пригласители мы раздали, насколько смогли, провели работу такой разъяснительную, информационного характера. И дальше у нас еще есть время, конечно, чтобы потянулись избиратели. Может быть, еще какие-то лайфхаки используем, такие технологические, тоже постараемся для этого. На 2 из 8 участков города будет применяться КАИП, который автоматически высчитывает количество избирателей. Это заметно облегчит работу самим работникам УИКа. Счет идет для всех членов комиссии, будет очень удобно, потому что подсчет идет автоматически. Сразу на табло выходит сюда, на экран сразу выходит, за какую партию проголосовала и так далее. Вот, материал полностью, и на момент уже завершения выборов у нас полная информация, мы вынесли протокол и все готово. Если вдруг, хотя у нас не было такого, отключат электричество в день выборов, то дополнительный генератор уже есть, нам обеспечил ТИК. Члены территориальной избирательной комиссии также начали активную работу по оповещению граждан. По городу вывешены соответствующие баннеры и плакаты о едином дне голосования. Также волонтерами проводится поадресный обход среди жителей. На 8 избирательных участках будет задействовано в день голосования около 100 членов комиссии. Большое внимание уделяют и мерам безопасности на каждом из УИКов. В части безопасности работниками соответствующих надзорных органов были проведены мероприятия на обследование помещений, были составлены соответствующие акты работниками МЧС, полиции. В день выборов будут дежурить и сотрудники правоохранительных органов, и сотрудники медицинских учреждений. Все будет это организовано. На предстоящих муниципальных выборах в Ингушетии будет распределено 476 депутатских мандатов, 20 из них по Карабулаку. Своих представителей выдвинули 4 политические партии. Это «Справедливая Россия», «Единая Россия», Коммунистическая партия Российской Федерации и «Единая Россия». Региональные отделения этих партий. Кандидатов 47. Всего в единый день голосования по региону откроют 142 избирательных участка. Ну а тем, кто по той или иной причине не сможет приехать на участок, сотрудники УИКа с переносными урнами приедут на дом. Дана Плиева, Акрамат Дасхоев, Новости 24.